Так, все, я распереживалась. Свекровь не разрешает, муж не разрешает. Я говорю, страхов было очень много. Тут у нас маленькие дети, тут мне надо этот монтаж делать. Нет, все-таки тебе медицина больше идет. Ой, тебе просто повезло, ты же живешь отдельно. Добрый день, друзья! Поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю всех благ и мирного неба над головой. Сегодня я нахожусь в Караганде. У меня карагандинские каникулы. И совмещая приятное с полезным, я продолжаю свою работу над проектом «Подкаст Игулей», где я знакомлю нашу общественность с интересными курскими личностями. Сегодня гость моего подкаста – оператор нового поколения, мобилограф, видеограф и просто замечательная мама 2 детей Айше Хасенова. С Айше Хасеновой мы работали над проектом курдского алфавита прошлым летом. 5 уроков курдского алфавита. И также она работает со мной в команде над проектом «Подкаст Игулей». Желаю вам приятного просмотра и всех благ. И желаю в наступившем новом году развития, чтобы каждый из нас достиг своей цели, той, о которой мы поставили перед началом Нового года. Желаю всех благ, всего хорошего. Айше, как курдской девушке, маме 2 детей, удается совмещать такую необычную деятельность и домашний быт? Я увидела, что вот есть такое обучение, что это обучение офлайн. Я просто с нулем в кармане, у меня не было вообще денег. Тогда был телефон Samsung. У меня ребенок, мы тогда на тот момент прям в больнице. Я взяла на свой страх и риск. И именно во время обучения мой телефон ломается. Я думала, блин, ну что такое? В этот момент ты понимаешь, что телефон сломался, ты купила это обучение в рассрочку, а сможешь ли ты эту рассрочку закрыть, да? Вот причем вы же еще в больнице же были. На тот момент были в больнице. Нужно было принимать решение, да, быстрое решение, быстро. как дальше. Он тут лежит, он еще грудничок на тот момент, и в этот момент от груди мне сказали, надо отнять. Ему было 9 месяцев, и мне пришлось в больнице его отнимать, и рядом никого нету. Это было очень тяжело, даже вспоминать сложно. И когда мы вышли уже с больницы, получается, уже началось это обучение. И я пошла к своей свекровке, говорю, мам, пожалуйста, можете мне дать свой телефон? Она мне дает свой телефон. Я на это обучение шла с ее телефоном. Пришлось свой Инстаграм туда зарегистрировать, скачать эту программу монтажную. В общем, какое-то время я с ее телефоном ходила и обучалась, снимала. И тут мне говорит вот мой наставник, бери iPhone. Чего ты, говорит, ходишь, мучаешься? Опять страхи же. А как ты это оплатишь? А вдруг работы не будет? Тогда только-только набирали вот эти обороты СММ, мобилография. Я такая думаю, ладно, была не была. Я взяла, это было как мотивацией, что ли. И ты хочешь, не хочешь, ты ищешь себе клиентов, стараешься где-то что-то делать, снимать, учиться. Там цветочки снимаешь, потому что надо научиться снимать, это потом монтировать. Короче, вот так я... Самое главное, что я не остановилась. Вот я себе всегда об этом говорю. Хорошо, что я не остановилась. Если бы я остановилась, я бы, наверное, до сих пор ходила бы и искала бы, чем бы мне заняться. Я говорю, страхов было очень много, потому что тут ремонт, работы нет. Я такая, ну я знаю, да, ну ничего, зато буду работать, зато буду искать клиентов. Он такой, ну ладно, раз уже взяла, давай, короче. Сами друг друга вот так вот поддерживали. Да. Сначала у нас страхи, а потом мы такие, да ладно, ничего страшного, вот так.
справимся. Тут у нас маленькие дети, на тот момент они все вообще маленькие, между собой ругаются, дерутся, тут мне надо этот монтаж делать. Сначала было тяжело, потому что шум же вокруг. И я потом сама себе говорю, нет, надо научиться работать в этом хаосе, да, потому что они не скоро вырастут, эти дети. Какое-то время они будут маленькие, это будет несколько лет, 5 лет точно займет. Ну вот уже 4-5 год, например, как я в этой сфере. И я научилась, тут ноутбук у меня, тут дети за столом, у меня даже фотография одна есть такая. Настраивала, что они там своей жизнью живут, дети, я тут своей жизнью живу. Меня это удивляло. Расскажу, немного о нашим дорогим зрителям. Айшин работает над моими проектами, над проектом подкаст «Игулей». И когда она делает вот эти работы монтажа, я удивляюсь, как она может, находясь в этом шуме, когда дети вокруг, я звоню, и я слышу, дети бегают, но она полностью уходит в работу, концентрируясь, и делает свою работу очень неплохо. Это очень важно, когда человек занимается любимым делом, ничто извне не может на него повлиять. Да, у меня бывает такое, что я кушать готовлю, по ходу дела я монтирую, по ходу дела Эвин приходит с уроками, мама, проверь уроки. Конечно, в моменте иногда бывает, что у тебя в голове кипиш, хаос, что надо и тут, и там, и здесь, но уже ты привыкаешь со временем к этому, и уже для тебя это нормально. И когда нету этого хаоса, ты сидишь и думаешь, раскисаешь, да, и потом тяжело себя опять в кучу собирать, и поэтому ты не даешь себе вот этого расслабона, можно сказать. Вот. Айше, почему именно мобилография? Вот в тот момент, когда вы находились в больнице, казалось, ребенок болеет. Почему? Что повлияло в этот момент на выбор именно вот этого? Я помню, во время карантина мы все стояли перед каким-то выбором, да, что-то изменить хотелось. Сидели дома, но в то же время хотелось что-то делать, и появились эти онлайн-обучения. Я сама тоже 4 месяца училась и науку. Это вот Институт востоковедения Сорбонны, который преподает курдский язык в Париже, да. И они открыли этот курс совершенно нечаянно. Я на него попала, и 4 месяца я свое время заняла этим. Вот что повлияло на ваш выбор в тот момент, когда болел ребенок? Вообще я фотографирую, там, на видео снимаю, можно сказать, с малых лет. У нас когда-то была камера, вот эти же есть камеры раньше, вот. Свадебные, которые свадьбы снимали? Нет, даже не свадьбы, а потом пошли такие более любительские, вот так. Полароиды, наверное. Я не помню даже, как они называлась. И у нас даже есть записи, где папа учит, говорит, вот так держи камеру, не тряси камеру, там что-то. Но мы тогда понятия не имели, что когда-то там, да, я буду снимать или моя сестренка будет снимать. Ну, где-то там в голове это зафиксировалось. Видимо, да. И потом на протяжении всей жизни в школу ходим, учимся, там, колледж. Я всегда снимала. И мне всегда мои одноклассники, однокурсники: Айша, вот зачем ты снимаешь? Вот что тебе делать нечего? А я говорила, вот мы вырастем и будем смотреть. Это же приятно, это же память. И больше всего для меня это было важно, что это память. Я постоянно все снимала. И весь архив, он у меня. И у наших ни у кого нет, ни у сокурсников. У них что-то, может быть, даже и осталось, но постоянно, когда я им что-то скидываю, они удивляются. Вот. Но я тогда тоже не думала, что можно это как-то в профессиональную делать. Хотя тогда были и фотографы были, и видеографы были, снимали свадьбы на тот момент, да, какие-то юбилеи. Но у меня не было тогда такой мысли, что можно этим прям профессионально заниматься. В 2020 году я была в положении вот вторым ребенком. Я отучилась и на таргетолога, но мне не пошло у нас. Потом пошла тема ведения Инстаграма. Для меня тогда тоже показалось как-то странно, потому что вокруг были одни курсы. Вот, там можно, сидя дома, зарабатывать там столько-то это. Я чисто на это купилась, тоже купила какие-то там курсы.
начала их проходить. Это я понимаю, что как надо вести Инстаграм. Я тогда тоже вела его. По ходу дела вела Инстаграм своей одноклассницы. Она эпоксидной смолой занималась. Но она была в ЧУ, я была в Алмате, а контент надо было снимать. Я постоянно ее просила, надо выходить в сторисы, надо что-то фоткать, снимать, работать свои. А у нее тоже были маленькие дети, было сложно. Я тогда подумала, наверное, это несопоставимо вот так вот на расстоянии работать. Не каждый может найти вот это время для своего бизнеса, чтобы снимать, постоянно что-то выкладывать. Я там посты, что-то ей делала. В основном раньше была такая, на копирайтинг мода, писать посты, грамотно эти посты расписывать. Потом со временем уже люди поняли, что надо фотографировать, что надо снимать свой товар. Вот. Больше на рилсы ушло, да, потом внимание. Начали эти рилсы. Да. А до этого прям точечно какие-то сферы блогеры в основном снимали. То что сказать, что я блогер, казалось, что там родственники начнут говорить: ой, возомнила из себя блогера. И вот эти шаблоны, да, какие-то, они тормозили очень часто. И ты себя тоже тормозишь, думаешь, да, какой с меня блогер? Хотя очень хотелось вести. Я вела еще до 2020 года, у меня тогда был медицинский аккаунт. Я хотела показать работу медсестры внутри оперблока, что у нас там творится. Мой путь, он уже давно идет. Он был предопределен еще в детстве папой. Походу, да. Я скажу, минуточку вставлю, почему я вышла на Айши через Зарнишан. Зарнишан, сестра Айши, она фотограф, и для меня это было очень удивительно, что курдская девушка фотографирует на профессиональном уровне. Она была за границей со своими работами. А на тот момент я искала видеооператора для работы над алфавитом. У меня была задумка. И я, как обычно, я все свои проекты делаю, я хотела это что-то новое, что-то интересное. Когда у меня была выставка в 2023 году, я опять же тогда вышла на мобилографа, на молодого мобилографа. Мне нравится, как молодые привносят что-то новое, что-то свежее. То есть мне просто оператор свадебный не интересен. И таким же образом я нашла и Айшу, и мы сделали прекрасный проект, замечательный проект, 5 уроков алфавита. И у нас опять же все было на аврале, время поджимало, и в этот момент мы успели сделать этот алфавит. И поэтому у вас было предопределено это еще с детства. Семья, в семье это было. Да. Папа всегда хранил какие-то памятные видео детские наши, фотографии, все это до сих пор он сохранил. Вот. Наверное, все-таки это от него передалось, вот эта любовь к снимкам, к съемкам. Вот. Мысли, может, нас сбить. А вот внутреннее именно состояние, да, какой-то голос внутренний, он никогда нас не подводит. Да. Вот. Его и надо слушать. Просто восторг. Вот так вот. Айша, дорогая, вот скажите, как она есть. Вот вы курдская сноха. Как ваша семья, семья мужа, муж в том числе, как они отнеслись к вашей такой деятельности необычной? И какая поддержка идет от них? От свекровки, от мужа? Как они поддерживают? Что сказала ваша мама, папа ваш? Когда вы из медицины ушли? Вот про это могу сказать. А насчет, как вот свекровка, отреагировала, она первая поддержала. Я же говорю, вот она дала даже свой телефон, чтобы я вот отучилась. Она во всех наших начинаниях нас поддерживает. Идите работайте, учиться, идите учитесь. Вот у нее нету такого какого-то барьера, что мы не должны работать, не должны учиться, сидеть дома. Она, наоборот, за развитие. Вот. А мама, она, конечно, маме было немножко сложно, потому что они же нам дали образование. И тут я
я там не помню уже сколько лет примерно проработала, то ли 8, то ли 9 лет в медицине. А после уже все. Я сказала, что я не хочу работать в медицине, мне больше по душе, допустим, снимать. У мамы немножко было вот это, ну, такое смятение. Нет, все-таки тебе медицина больше идет, она всегда говорила. Там фотки какие-то, если выложу свои медицинские, она, нет, все-таки белый халат это твое, она говорила вот так. Вот. Но потом со временем она видит же, что ты развиваешься, там, купила технику, твои какие-то навыки все лучше и лучше, больше клиентов становится, ты больше зарабатываешь. И уже мама привыкла видеть, что ты более такая творческая, что сама себе там график создаешь, на какие-то съемки ездишь. Она уже привыкла, и у нее вот этот, ну, барьер, он уже прошел. А папа как-то, ну, не знаю, он сразу Поддержал. Да, сразу поддержал. Муж тоже по сей день. Вообще, это же такой вопрос, он, по идее, щепетильный и сложный для каждой девушки. Для семьи, для да? семьи, Вот в этом для каждой когда-то, девушки, да, потому что... Учитывая наш менталитет все же. Да. Не все могут так. Мне часто пишут девчонки, что «А как так, что ты вот занимаешься тем, что тебе нравится, чаще выезжаешь?» Некоторые говорят: «Ой, тебе просто повезло, ты же живешь отдельно». Вот этот вот такой шаблон, который многие думают, если я живу отдельно, значит, я себе больше позволяю. А по факту это не так. На самом деле это не так. Если бы не одобряли, они бы не одобряли бы, даже если ты живешь отдельно. Конечно. Мы тут в одном городе, например, живем. Это ничего не стоит сказать, вот не занимайся этим делом, нам это не, ну, нам такое не подходит, да, например. Ну вот, и многие девушки пишут мне так, типа, ну ты же отдельно живешь, ну вот, типа, ой, у тебя же муж тебя поддерживает, а чтобы он поддерживал, что-то же надо сделать для этого. Это же не сразу, вот ты вышла замуж, и он тебя сразу поддержит. Да, может быть, и есть такие семьи, где все сразу происходит, а большинство это не прям не сразу происходит. Ты должна донести до него эту ценность, что это для тебя важно, что ты так счастливее будешь. Если вопрос касается денег, что тут приоритеты больше, чем, допустим, в медицине, да, вот. Но в любом случае это строится на доверии. Да. Правильно? Когда вы в доверительных отношениях, он слышит, он понимает твои потребности, твой интерес в чем-то. И потом все же мы скажем респект молодым свекровкам, которые поддерживают своих снов. Это сейчас пришло такое время, потому что свекровка сама молодая, и она прекрасно понимает потребности своей снохи тоже. Она понимает, что она такая же девушка, что у нее может то, что ей хочется, да, в хорошем смысле, и идет поддержка. Респект всем молодым курдским свекровкам и молодым снохам, которые в ответ тоже проявляют уважение и ценность своей семьи. При том, что Айша такая деятельная, она очень ценит традиции своей семьи. И я это тоже наблюдаю, я это вижу. Все, спасибо всем, да? Да. Айша, расскажите, где вы родились, в каком городе, о своей школе, где учились? Я родилась в Жамбылской области, в селе Маянкум, училась в русской школе Мажана Жумабаева. У нас в селе были все казахи и одна семья курдов. Это вот наша семья была. Вот. И пару семей, наверное, русских были, но в основном это поселок, где живут одни казахи. Хоть я училась в русской школе, но друзья, одноклассники, соседи, все были казахи, все разговаривали на казахском, и благодаря им, ну, я и моя семья, мы все знаем казахский язык. Вот. У меня супруг тоже очень хорошо знает казахский язык, в совершенстве разговаривает. Вот. И родители, и братишка. А вы можете на казахском сказать
С Новым годом! Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Да. Это замечательно, когда человек владеет несколькими языками. Да. Тогда расскажите о том, насколько вы говорили в доме на курдском. И кто был главный хранитель языка в семье? Ну, бабушка, наверное, все-таки. Потому что бабушка, она нам не разрешала разговаривать с ней на русском языке. Она всегда смотрела по телевизору либо казахские передачи, либо курдские передачи. На тот момент папа установил вот эту вот спутниковую антенну, настроил каналы, и были у нее каналы из курдские, да, Курдистана, вот эти курдские каналы были. Если их не было, она смотрела только казахские. Она ругала нас, когда говорила, почему не разговариваете со мной на русском. Она не разрешала нам с ней разговаривать на русском. И мы, как-то же надо было с ней общаться, и мы с ней на курдском общались. И вот благодаря нее мы знаем курдский язык. Мамина мама, да, вот бабушка, она тоже только на курдском с нами разговаривала. То есть вот эти две бабушки, которые с нами всегда на курдском разговаривали, и благодаря им мы знаем свой родной язык. Айше, а бабушка рассказывала, откуда они их депортировали с Кавказа? Да, она, может быть, рассказывала, но я уже не помню, потому что мы были маленькие. Курды в Казахстане были депортированы дважды. В 1937 году и в 1944 году. В 1937 это были курды с Азербайджана, а в 1944 курды с Грузии. Поэтому я спрашиваю, я хотела понять, откуда бабушка. Получается, что зачатки какого-то вот любви к курдскому, к родному языку, к своей национальной идентичности вы взяли в семье, правильно? И от этого у вас пошло уже продолжение, что можно сказать, сейчас вы занялись деятельностью, работая с малышами. Об этом мы поговорим позже. А вот как у вас определился выбор поступить в колледж? Какой колледж? Что стало причиной? Когда мы решали, да, вот куда поступать, вообще я хотела быть хореографом. Любовь к танцам мне зародила, наверное, наша учительница, классная руководительница. Вот. Как ее звали? Можно имя? Шолпан Муратовна. Шолпан Муратовна, здравствуйте вам. Привет и благодарность. Она всегда нас готовила на всякие мероприятия, танцы нам ставила. Вот. Я прям готова была все отдать, чтобы пойти на эти репетиции. Вот я даже помню, я убегала из дома, чтобы попасть на эту репетицию. Бывает же, ты там уроки не так сделал или там получил не ту оценку, и мама говорит: все, ты не пойдешь на репетицию. И вот в таких моментах... Это было самое сильное наказание, да? Ты не пойдешь на танцы. Да. Вот я хотела стать хореографом, а мама мне говорит: то есть ты потом вырастешь, выйдешь замуж, кто тебе разрешит? Это как обычно, да. В общем, такой был вопрос. Потом она говорила: давай медицину выбери, медицина тебя всегда прокормит, у тебя будет диплом, да, это стабильность. Стабильность. Да. Учитель и доктор. Наши родители нас всегда отправляют в эти профессии. Либо учитель, либо доктор. А особенно в те годы это было прям вообще... У нас еще же девочки не так часто учиться ездили. Это был год 2010. 15 лет прошло. Да. Тогда вообще девчата сразу замуж. И нам мама не говорили: никакой замуж. Вообще даже не думайте о замужестве. Вы будете учиться, вы будете работать, потом только замуж. И вот эта вот установка в голове засела, и то есть уже замуж, у тебя нет мыслей выйти замуж. Мы только вот учеба и дальше работать, чего-то добиваться. А вот. Учились вы где? В Таразе, В Таразе, да, я в медицинском колледже училась. Это были лучшие 4 года в моей жизни, хоть и были сложности, но я там познакомилась с другими национальностями, потому что у нас в поселке были только казахи, и я знала только казахскую национальность. Для меня другой нации это было что-то, наверное, сверх чего-то. Интересно, да? Да.
Я увидела и узбеков, и турков, и татаров. То есть И курдов тоже и же. курдов увидела. Был такой интернационал. С курдами немножко было такое, когда они узнавали, что я курдянка, точнее наши вот сокурсники, они удивлялись. Ты курдянка? Ты точно курдянка? Они вот такой вопрос мне задавали. Ну курды же темные, ну курды же не учатся, ну курды же вот так. И меня это так задевало. Хотя я до этого, я не скажу, что я прям говорила с такой гордостью, вот я курдянка. Мы жили всегда среди казахов. И я не ощущала себя на 100% курдянкой. Я с казахами была как казашка, можно сказать. И тут меня прям, когда говорили такие вещи, ну вы же типа цыгане же. И я такая стою, у меня шок, и мне плохо. Как это так? Нет, вы что? И у меня включилось какое-то внутреннее доказать, что курды — это не цыгане, что курды — это отдельная национальность, что у нас своя культура, что у нас есть очень много красивых людей, прям очень много красивых и талантливых, не просто красивых. И поэтому вы пошли в фольклорную группу, стали создавать, да, и танцевать. Да, так получилось, что я не помню, как я к ним попала. Латиф Амзеевич, у него есть ресторан, мы как-то туда попали, там какое-то было собрание, какое-то курдское собрание. И там была группа, курдская группа, которые в Таразе выступали. И так получилось, что у них ребята все разошлись. Я была, моя сестренка была, еще моя подружка турчанка была. И они нас взяли. Мы там же в этом ресторане репетировали, то все, и вот эта хореограф, которая нас учила, она уходит. Не помню уже, то ли переехала, то ли что. В общем, она уходит, и мы сами остались. Мы сами остались и начали еще к себе собирать группу, группу собирать. Нашли мальчиков, собрали, в общем, сами этот танец по Ютубу учили. К сожалению, у нас нету. Костюмы были готовые. Я не знаю, вот это где-то, может, у них там в курдском доме, может быть, оттуда эти костюмы. В общем, нам дали. Мы же были вообще маленькие, сколько нам там, по 17-18 лет, может, было. Вот. И у нас остались только лишь фотографии, видео у нас нету, нам самим было так интересно посмотреть на все это. И я постоянно пыталась показать, доказать. Я даже своих всех родственников фотографии показывала нашим сокурсникам. Вот это мои родственники, вот они удивлялись, что мы другие. Не знаю, потом со временем уже же годы идут, в окружении все больше курдов становилось. Там, у меня 2 сокурсницы были курдянки, и они же видят, мы какие, и у них мнение постепенно менялось. Вот. И у них остались вот эти 3 курдянки в голове, что курды вот такие, и сейчас уже все равно в Таразе, наверное, уже сейчас не так, как раньше. Многие знают, кто такие курды. Сейчас это не такое удивление, кто это. Так что каждый из нас показывает своими действиями свою национальность. Да, мне вот недавно поступил в директ, пишет девушка, вот говорит, откуда в тебе такая любовь к твоей идентичной вот этой культуре, нации, да? Я не знала, как ей ответить. Да, на такой я вопрос. говорю, оно внутри. Да. Ты никак, даже если ты никогда не будешь не считать себя курдянкой, но ты растешь, да, как в подростковом возрасте мы все же вот этот юношеский максимализм, да. там хочу быть этим, тем, пятым, десятым. Оно спит. Оно спит, да, по-любому спит. Потому что мы смотрим клипы, смотрим какие-то им нам хочется быть там, как это, на Европу, да, быть похожими, современными. Но потом, когда ты растешь с возрастом, все равно в тебе это просыпается, рано или поздно. И я говорю, это в крови. Больше я никак не могу это сказать. Да. Потому что оно либо есть, либо ты сам взращиваешь в себе это. Совершенно верно. Когда мне тоже говорят, вот откуда у вас вот это стремление что-то делать для своего языка, для развития вообще. На этот вопрос у меня нет ответа. Мне кажется, что это абсолютно нормально. Когда человек любит свой язык, свою культуру, свою историю,
В принципе, чем сейчас над чем мы работаем в этом нашем подкасте, проекте подкаста Гули и Айше. Спасибо вам. Я вообще не ожидала, я была за кадром. Но за каждым проектом стоит команда людей, поэтому ничто просто так не образовывается. Есть идея, есть план и есть люди, которые это делают. Да. Так что будем двигать нашу культуру все возможными методами. Да, держите. Сейчас пришли времена, когда очень активно развивается курдская культура. И молодежь, которая более-менее имеет какую-то возможность, пытается использовать эту возможность, чтобы дать детям знания фольклора в культуре курдской. Айше тоже, так как она тоже танцевала в ансамбле, решила передать свой этот навык маленькой группе. Это совсем, мне кажется, такой опыт первый, когда дети совсем маленькие, 5-6-летний, 4-летний, да, есть мальчик. Поэтому это такой экспериментальный вариант. Да, мы решили попробовать, потому что у нас нету таких курдских сообществ, да, ничего такого нету, и дети у нас растут, не зная. Вот. Все равно мы же дома не так часто танцуем там, да, или слушаем музыку, потому что сейчас дети ходят на какие-то кружки, на какие-то танцевальные кружки, рисование, еще что-то. Но это все такое более общее. А именно курдского у нас в Караганде нету. Вот. И у нас же детей много, даже в нашей семье вот много. Я их всех собрала, только самых прям маленьких я не взяла. Думала, начну сначала с наших деток. Вот. До этого было очень много мыслей, как это сделать, как начать, как собрать людей. Я сначала думала, наверное, постарше группу собрать. Но это все равно сложнее, потому что учеба у кого-то, да. Будут ли эти подростки заинтересованы настолько? Да. Ну, это очень такой тяжелый вопрос. И мне пришла в голову мысль, что а почему с маленьких детей не начать эту группу взрастить? Вот. И я тогда попросила своих девочек, вот, чтобы они своих детей ко мне отправили, мы с чего-то начали. И вот мы каждое воскресенье занимаемся. К нам еще 3 девочек, 3 сестры присоединились. Их, правда, сегодня нету, они уехали, там кто-то приболел. Вот. И потихоньку занимаемся. На сегодняшний день у них хорошие результаты. Потому что вначале, когда они пришли, у всех такое было смятение, паника, для них это было странно, даже у моей Ивин она первая больше всех возмущалась, вот, у них не получалось, а сейчас они сегодня сами уже, вот звучит курдская музыка, они уже сами заходят в гуванд и танцуют, им самим уже интересно. Даже когда мы вот дома на Новый год танцевали, девочки бегут в наши ряды и вместе с нами танцуют. Ну, я думаю, что есть какие-то плоды, результаты, раз такое желание у детей появилось. Вот. Ну, идея же все равно пришла откуда-то, наверное, из детства, оттуда, да? Да. И что она же захотелось передать свои знания, сохранить. И причем это делается на уровне серьезном. Вы снимаете в аренду зал, да, берете аренду зал, одежду специально для тренировки. Да. Вот мне хотелось просто поменять немножко, наверное, поколение, потому что у нас более традиционный классический гуванд, и все танцуют только классические гуванды. На свадьбах посмотреть, подростки, чуть меньше них дети. У них у всех движения чуть-чуть такие заторможенные, исковерканные, шаги, как будто вроде бы шаги те же, да, там 3 назад, 3 вперед, да, но у них сам ритм, телосложение, оно все не так идет. И мне хотелось, наверное, немножко поменять это. Наше поколение, точнее вот наши дети, да, они же растут, и они будут другим передавать. То есть то, что они умеют,
Я потом вложу видеоролик, как они танцуют, да, и вы все посмотрите, что они очень круто танцуют. Мы сегодня, пока снимали с Зиной, мы были просто, у нас у самих аж плечи тряслись, вот, потому что все-таки, даже если они завтра выйдут в люди и будут танцевать где-то на мероприятии, я более чем уверена, что всем это понравится. Потому что они действительно хорошо танцуют, научились, по крайней мере. Вот. И вот эта вот любовь, я когда-то раньше в ансамбле мы танцевали в Таразе годы 13-14, вот примерно. Это еще оттуда идет. Просто жизнь так сложилась, мы разъехались, кто куда, работа, учеба, замужество, да. Бесконечные переезды, и группа у нас распалась, и с тех пор мы вообще в ансамбль не входили и нигде его не создавали, но внутри сидит вот это, блин, вот хочется, даже вот мои девочки знают, я им постоянно хочу группу, вот, и все-таки решилась. Это начало чего-то хорошего, да, и именно через фольклор, через культуру ребенок сохранит свою идентичность, свою любовь к своему народу, к своей нации. Да. Вам огромное спасибо за ваш труд. Я желаю успеха. Спасибо. И я хочу обратиться к общественности. Понимаете, любое дело требует поддержки. Ну, эмоции. Воробья увидели. Хочется обратиться к общественности, чтобы обращали внимание на такие проекты. Все же нужна поддержка. Сейчас этим детям нужно шить костюмы, есть аренда зала. И нужна поддержка. Пожалуйста, наверное, нужно собраться, подумать, кто как сможет помочь. Я желаю группе «Ивин», этой маленькой группе, возрождения, процветания и успехов. И надеюсь, на Навруз вы приедете в Алмату и покажете нам свой концерт. Постараемся. Айше, но все же главный герой вашей жизни, вашей семьи – это ваш муж. Чем он занимается? И он тоже с вашего поселка? В одном районе жили, в разных поселках, но мы не знали об этом. Вы не были знакомы в детстве? Вообще никогда. Мы один раз увиделись, на второй раз мы поженились. На второй встрече мы поженились. Я говорю, ужас. Познакомились, увиделись и решили пожениться. Да. Все, правильно? Так и должно быть. А я ему говорю, а вот ты приедешь, увидишь меня. А вдруг у тебя ожидания и реальность? Нет, я четко знаю, что вот ты моя судьба. Я это, говорит, по твоей улыбке понял. Я говорю, а я не поняла, моя ты судьба или нет. А вдруг вот... Я еще сомневаюсь. Да, а вдруг вот разочарование будет, а вдруг у меня будет разочарование. Ну, логично, да, логично. Потому что это не всегда же так, что увиделись, и все это твоя судьба. Просто вот нас Аллах так совместил, что ли. Сколько лет вы женаты? 9-й год пошел. Да, где-то 9-й год. В Тулеби курдов много живет, да? Там, ну, вообще сейчас уже все курды в основном переехали. Очень многие курды живут в Бишкеке и в Астане. Оттуда уехали, да? Да, многие переехали. К слову сказать, я, как знаю, в семье Тулеби есть школа, там преподавали курдский язык, не знаю, как сегодня. Люди знают, и культуру знают, и язык знают, говен знают. Когда у меня были прямые эфиры, у меня были ребята молодые, казахи, которые также на курдском писали, и они говорили, что они вот учились в Тулеби, ходили на курдский язык. Там много видов знают говенда. Вот там, считай, поколение, начиная даже чуть раньше, чем моя мама. Вот все вот это поколение, они все прошли через курдский ансамбль, выступали все. И из поколения в поколение все это вот так передавалось. И поэтому сейчас на всех свадьбах, если увидеть, что это вот с Тулеби,
они все знают вот эти разные виды танцев. Разные виды гувен, да. И в Инстаграме сейчас все больше и больше набирает вот эта популярность, Да. именно курдская популярность. Да. Потому что многие другие нации тоже подтянулись. Кырдывен хашиор, Да. молодежь пробуждается и Да. появляется интерес к своим корням, Но к культуре. видишь, как у них хорошо получается уже. Молодцы! Молодец! Rojbaş, kalk hala destek bede. Rojbaş. Navita çiye? نوام Evin, tu her hebi. Hava tara alfaba zmani Kurdiye. Navita çiye? نوام ألينا Elina. Avaji alfaba zmani Kurdiye. Lever salnamaya. Kalendar. Navita çiye? نويت أدنان Adnan, tu her hebi. Hava tara alfaba. Hava koma folkloriye, ne? Nave komi çiye? Koma Evin, Bajare Karagande, Ayşe Hasenova, Koma ke Kurdi vekiriye, Koma folkloriye, Koma Evin. Un her haben zarukin Kurd. Vari abashi tara, vari, tara. Vari. سوري كورسكي Un her Коган ускоряется. Ой, молодцы, у нас перемег добавился. Кто знал, кто так танцует? Хочу выразить слова благодарности мамуста Гульнаре Азади. Спасибо вам. Она приехала издалека, из Алматы, для того, чтобы снять это интервью. Вот вам огромная благодарность. Желаю вам всего самого наилучшего. Также я хочу поблагодарить свою семью. У меня семья, слава Аллаху, большая. Вот, и мама, и папа, и супруг, и еще мама и папа, мои братья, сестры, да, вот Хазал есть, Зина есть. Я хочу всем сказать спасибо, потому что каждый из них в моей жизни, на моем вот этом становлении, да, на моем всем пути, они сделали такую колоссальную поддержку для меня. Так, все, я распереживалась прям вообще. Сейчас будут слезы, точно. Это же классно уже. Живое Ну, все. это реально так Да. и есть, потому что не у каждого такое бывает. Во многих случаях, во многих семьях есть же стереотипы. Свекровь не разрешает, муж не разрешает, там, не знаю, родители не разрешают, брат не разрешает, да. Очень много вот этих не разрешает. И среди всего этого я очень горжусь своей семьей. Я сейчас точно расплачусь. Без поддержки семьи не было бы сегодня, Айша, вот тут, вот этого пути, вот этой дороги. Поэтому вы еще очень молодая, и я думаю, что будущее за этим молодым поколением, за вашим поколением, благодарность всем, кто поддерживает, кто помогает.
вот и по ту сторону камеры у нас Зина. Это моя сноха, я ей тоже благодарна. Поэтому ваши слезы стоят той работы, которую вы сделали. Только вы знаете, что вы сделали, чтобы прийти к этому пути. Я желаю процветания. Хорошо. Вот эти наши косички Зина своими руками делала. То есть вот эта атрибутика, которую вы сами создаете Да. тоже детям, Да. это тоже очень важно. Kurdi вера движен нахш. Да. Я вот читала, типа, бенде. Бенде бенахши. Гувен, что-то Бенде такое. гувенде е бенахши. В общем, всем спасибо за просмотр. Всего хорошего.